Всем привет, с вами Евген и снова в выпуске на обзора. Новые приключения эксцентричного супергероя Дэдпул 2. Оригинальный Дэдпул не был идеальным фильмом, но он схватил за грудки больно серьезный жанр супергеройского кино и основательно его встряхнул. До успеха фильма создатели не верили, что истории, подобные злоключениям неприятного внешне и морально наемника, могут быть интересны широкой публике. Однако их убедили в сборах в 783 миллиона при косвенном бюджете в 58, из-за которого проекту не хватило масштабности и зрелищности. Однако без них Дэдпул вышел динамичным и эффектным. На продолжение выделили куда больше средств и в разы больше творческой свободы. Это подмечается мгновенно, что радует душу и взгляд. Оригинальный Дэдпул просто издевается над супергеройским жанром. Сиквел работает уже точечно, пуская взрывные шутки в адрес Логана из одноименного фильма. То изгаляется над концепцией организации Людей Икс, то шутя на грани расизма про Черную Пантеру. Важно то, что, изменив в лучшую сторону подход к шуткам, сценаристы не стали трогать жанровую солянку, которая сама по себе плохо работает. Но в Дэдпуле она выстрелила. Сортирная комедия, остро-социальная драма, очаровательная мелодрама, приключенческое кино для всей семьи. Дэдпул был всем и ничем одновременно. Сиквел такой же. Сцены с откровенно мерзкими ситуациями чередуются с трогательными, даже мимимишными для циника мелодраматическими сценами, а сразу за ними кровь и кишки. Но шарики за ролики не заезжают, диссонанс от увиденного не возникает, а совместить настолько непохожие вещи, это вам пощадит Танос не пальцем щелкнуть. Райан Рейнольдс все так же хорош в роли болтливого наемника. Его поведение вызывает самые разные эмоции, от восторга и сочувствия до неудержимого желания втащить. Чувствуется, что Рейнольдс отрывается, не гнушаясь вообще ничего. У остальных героев не вызывает такой же эмоциональный взрыв. На Кейбла в исполнении Джоша Бролина приятно смотреть, но не более того. Да, глядя на него, такого мощного и буквально неудержимого, прямо-таки заряжаешься тестостероном. Дэвид Линч снял отличный сиквел. Дэдпул 2 не растерял достоинств оригинала, вроде жанровой многогранности и всеобщей отбитности. Избавился от ряда недостатков, конечно, сиквел, как и первую часть, все еще нельзя назвать идеальным фильмом в плане структуры, динамики, да и много еще чего. Но идеальных фильмов не бывает, а вот цепляющих хватает. Дэдпул 2 как раз таки такой. Фильмы вы можете посмотреть во Дворце культуры города Канаша. Смотрите нас на телевидении, подписывайтесь в группу ВКонтакте и канал в Ютубе. С вами был Евген. Пока.